5 марта 1936 года на территории Мордовии был учрежден государственный заповедник. Его территория свыше 32 тысяч гектаров. Она входит в состав Темниковского района. Заповеднику присвоено имя Петра Смедовича, человека, уделявшего много времени и внимания вопросам охраны природы в нашей стране. Первой задачей заповедника было восстановление потерь от хозяйственных вырубок. Шли годы, задачи менялись, шире становился их круг. В наши дни в заповеднике ведется и природоохранная, и научная, и эколого-просветительская деятельность. Наиболее активна жизнь здесь в теплое время года, но не замирает она и зимой. Десант саровских журналистов высадился 30 января в Мордовском государственном заповеднике. Представители 8 наших средств массовой информации приехали, чтобы узнать, чем живет заповедник сегодня и какие изменения в нем произошли за последние годы. Центральная усадьба заповедника находится на территории поселка Пушта. В нем мы и побывали. За последние 4 года материальная база заповедника значительно укрепилась. Нас принимают в новеньком визит-центре. Он стоит на месте прежней развалюхи. Войдя в центр, в первую очередь попадаешь в выставочный зал. Сейчас у нас «Покормить зимой» всероссийская акция, и вы можете познакомиться с агитационными листовками, которые прислали нам дети, в том числе и из города Сарова. Самые активные участники вообще всех конкурсов, какие могут быть. Есть в визит-центре приемная для посетителей, оборудованная выходом в интернет. Очень уютно и удобно. Открыта творческая мастерская для проведения мастер-классов с юными посетителями заповедника. Есть и уникальный кукольный театр. В чем уникальность? Это создание этого театра своими руками. Ширмы, декорации, куклы. Это все мы делали сами. Причем мы делаем уклон на мордовский эпос и делаем сценарии спектакля по мордовской мифологии. То есть очень много у Мордвы богов. Оказалось, что даже у Пенька есть отдельный бог, у Коряла. Вот. И это, на самом деле, если вдаваться в такие дебри и подробности, это очень-очень интересная тема. Для больших делегаций вроде нашей в визит-центре предназначен вместительный конференц-зал. Вместе с журналистами в Мордовию приехали представители Саровского департамента городского хозяйства, отдела охраны окружающей среды, департамента образования. Наш город и заповедник сотрудничают уже 20 лет, делятся знаниями. С 2011 года начался новый виток отношений между администрацией города Сарова и Мордовским государственным заповедником. Если в 2010 году нас заставило совместно сотрудничать не очень такое хорошее, природное явление, как пожар, то с 2011 года мы начали именно сотрудничество по развитию деятельности на особо охраняемых природных территориях. Ведь на самом деле у нас на территории города Сарова сегодня существует 9 памятников природы регионального значения, которые, согласно федеральному законодательству, относятся к особо охраняемым природным территориям, так же, как и Мордовский государственный заповедник. Поэтому нельзя не воспользоваться соседством с такой замечательной территорией. И почему именно в 2015 году, что в 2011 году была принята концепция развития особо охраняемых природных территорий на территории России, которая как раз ставит основные задачи развития просветительской деятельности и экологического туризма. Сегодня заповедником руководит доктор биологических наук, доцент Александр Ручин. Он рассказал нам о других произошедших переменах. Администрация заповедника двухэтажное строение, к которому вы подъехали предварительно, и сзади этого строения располагается огромная пожарно-химическая станция с гаражом. Когда-то на этом месте существовало порядка 5 или 6 развалин, которые мы, в общем-то, славно демонтировали и выстроили новую инфраструктуру. Мордовский заповедник предлагает посетителям разные варианты экотуризма. Наибольшей популярностью пользуются путешествия по экологической тропе. Но открыта она только в теплое время года. Что такое экологическая тропа, нам подробно объяснила наша коллега, много пишущая о заповедниках, Екатерина Головина. Так вот, экологическая тропа – это маршрут, который специально разработан и проложен специалистами заповедника по территории заповедника, чтобы показать уникальную заповедную природу. Значит, экологическая тропа вообще-то очень сложное инженерное сооружение. Это совершенно не просто там протоптанная дорожка. Сейчас разработана целая система того, как проводить эти экологические тропы, как их обустраивать, как делать в тех местах, где нельзя потревожить растительность, сделать специальные настилы. Если, например, это какое-то водно-болотное сообщество, которое интересно показать, или берег озера заболоченный, там тоже делаются специальные деревянные настилы, вбиваются такие сваи. То есть все это
продумано и есть хороший опыт, да, как это делать. И здесь, в Мордовском заповеднике, все это тоже делается, обустраивается. Какие животные есть сегодня на территории заповедника? Самые разные есть. Вот рысь недавно, 2 рыси было, попала в фотоловушку, да, есть медведи, лоси, то есть вся фауна, которая имеется в нашей средней полосе, она практически здесь представлена. Из особых каких-то больших крупных зверей это большая популяция бурых медведей, которая у нас здесь плодотворно размножается и существует. У них есть здесь определенные места, где они залегают в спячку. 10, 11, 12 медведей всегда есть на нашей территории. Фотоловушками называют цифровые устройства, позволяющие фиксировать то, что происходит на территории заповедника, в том числе незваных гостей. Сколько их вообще на территории заповедника, если это не секрет? Рысей? Нет, Или не рыси, а фотоловушек. В принципе, это не секрет, порядка 4 десятков по всей территории. Ну, их может быть и больше, если захотеть. И люди попадают. Если люди попадают в эти фотоловушки, мы обычно передаем всю информацию в определенные органы. Нет, они фотоловушки на животных, но дело в том, что у фотоловушек есть и второе, точнее, возможное второе предназначение, это помощь в борьбе с нарушениями и неправомерным посещением. Есть ли шансы встретиться на экологической тропе, например, с рысью или другими дикими животными? Рысь тоже как бы вполне себе разумное существо, ей совершенно не нужно подходить к вам близко, но она будет, может быть, там смотреть на вас из-за веток, да? Вот. Вы будете знать, что она там есть, да. Вот. А познакомиться с ней лично вы сможете, посмотрев на то, что показывает вам фотоловушка. В заповеднике подчеркивают, что гостям здесь всегда рады, только посещение должно быть согласованным. Элементарный миф о том, что заповедник – это закрытая территория, туда никому нельзя. Но на самом деле, как вы уже успели, наверное, убедиться, это не так. Мы действительно рады, но единственное, что эта деятельность направлена на то, чтобы показать места, куда можно пойти человеку. Да? Понятно, что в заповеднике есть и территория особой охраны, где допустимы только научные деятельности или противопожарные мероприятия, если вдруг там случается пожар. Что покажут вам в заповеднике в любое время года, так это музей природы. Побывали в нем и мы, и услышали немало историй, например, о завезенных в заповедник зубрах. Численность достигла в свое время до где-то в пределах 40 голов. Зубропарк был, зуброводы работали, но в конце концов в государстве появились другие интересы, закончились деньги, с главохота поступил приказ. Зубра на вольный выпас, зубропарк уничтожить. Что и было сделано. Но у зубра есть такая особенность, он меняет летние на зимние стации. Как только зима, мокша встает, он покидает территорию заповедника, зверь он границ не понимает и уходит на сопредельные территории, где его активно уничтожают тут же. Уходит 40 голов, возвращается 30. Уходит 30, на следующий год пришло 20. Последняя группа зубров в составе 9 голов в 2005 году ушла в сторону Тенгушского района, в районе Сатиса, пересекла Мушу. С тех пор, вот с 2005 года, к сожалению, на территории заповедника зубр не встречается. Зато удалось сохранить в заповеднике, например, барсука, практически уничтоженного на сопредельных территориях из-за целебных свойств его жира. На самом деле он действительно полезен, при заживлении ран. Но, тем не менее, он везде уничтожен. У нас проводятся специальные учеты, откартированные поселения барсука. Чувствует он себя довольно сносно благополучно. После посещения Мордовского заповедника родилась мысль попробовать реализовать в Сарове новый проект. Мы уже обсудили вопросы организации экологической тропы, в том числе на территории города Сарова, то есть с чего это начинается, как это делается, чтобы выстроить уже этапы создания по возможности такой экологической тропы в городе Саров. Но это дело далекого будущего. Пока мы ставим себе задачи начать обсуждение создания такой тропы в рамках проекта «Благословенный Саров», а дальше посмотрим, как это пройдет одобрение, поддержка такого проекта, возможные источники финансирования, которые, когда будем обсуждать, появятся, тогда уже можно будет говорить о конкретных сроках. Если вас заинтересовал экологический туризм в Мордовском заповеднике, загляните на сайт по адресу заповедник-мордовия.ру. Здесь можно найти полную информацию о турах и других мероприятиях заповедника. Выбирайте по своему вкусу.